А в местечке Выльгород Республики Коми осветили храм в честь Сретения Господня. Уже более 10 лет там действует приход в честь мученика Ефимия Кочева, местного жителя, репрессированного в 1937 году. Силами общины и была возведена церковь. Мы шли к этому долгих 15 лет, так говорят жители Выльгорода об освящении церкви. С момента рождения православной общины в октябре 2009 года прихожане думали о том, что в селе должен появиться храм. К доброму делу присоединились многие люди. Когда я узнала, что тот храм, который был в селе и был основательно разрушен, единственная фотография осталась, единственная, на котором есть этот Сретенский храм, который разрушили в 1937-м, большой, двухэтажный, красивый такой храм, и его нет. Просто стерли с лица земли. И когда я узнала, что на новом месте, пусть на новом месте, но тоже будет храм возобновлен, конечно, я подумала, а что я могу, вот я лично, что я могу сделать? Естественно, я не строитель, я женщина слабая, но я могу, наверное, сделать какие-то концерты благотворительные, собрать, ну пусть небольшие деньги, пусть там на одну сваю. Работы по возведению Сретенского храма начались в 2015 году и шли непросто. Мы когда пришли сюда, морозы стояли лютые. Вот. И реально было холодно. То есть в валенках ноги замерзали. Да. Порой даже бензопила, если заведешь, она глохнет просто от мороза. То есть спустимся, погреемся, днем выйдем, там какую-то часть работы сделаем и уйдем. Храм был переполнен людьми. Многие хотели принять участие в поистине историческом событии. Ведь в последний раз освящение храма в райцентре совершалось в XIX веке. Очень хотелось, конечно, люди, чтобы приходили в храм, получали то, что не хотели. На самом деле люди же приходят не то, что что-то получить хочется, какую-то радость в душе, избавиться от чего-то плохого. Господь все равно приводит людей постепенно. И чтобы не приобретали люди, на самом деле, веру, надежду, любовь. Любовь – это такая сила, без любви жить нельзя. Это Бог в душе, если эта любовь в душе есть. Церковь осветил архиепископ Сыктывкарский и Комизырянский Петерим. Ведь с каждым освященным, воскрешенным храмом воскрешает вся наша святая Русь. Когда-то в Вильгороде пострадал Ефимий Кочев, но мученик Кочев Ефимий был ключарем, старостом храма, где-то недалеко от этого места. И его арестовали, что он не отдавал ключи. Затем его расстреляли. У него сын был впоследствии героем Советского Союза. Сейчас есть родственники. Родственники святого новомученика Ефимия Кочева, которому посвящен приход, присутствовали на освящении церкви. Здесь были его праправнуки, потомки сына Михаила и дочери Анны. Я вообще не была крещенной до своего замужества. То есть вообще у нас в семье. Потом, меня крестили перед тем, как я замуж выходила, чтобы венчаться. Тоже все никак. Потом у нас в семье заболела моя сестра, и как-то это на нас так влияло сильно, что мы все как-то в одночасье, моя мама, мой муж, папа, сестра, и мы все вдруг стали верующими. Когда мы уже узнали, когда было прославление Ефимия Кочева, мы об этом узнали, говорили, уже не было сомнения, что это он. И здесь хочу сказать, что когда прославление было, очень большую для нас роль, это наш дедушка, наш с Настей дедушка Сергей Михайлович Кочев. Он там нам рассказывал, что помнил и так далее. То есть, Настя про него расскажет. Он обращался в архивы, его эта история не отпускала. Раньше все это, конечно, было закрыто. Как только появилась возможность что-то выяснить насчет своего деда, он писал, бил во все колокола, и все-таки он получил этот ответ. Благодаря ему мы узнали о его подвиге. Работы на территории прихода продолжаются. Там установили ограду и будут и дальше стараться делать это место уютным и красивым для жителей и паломников.